Сегодня я хочу записать видео, о котором я много говорил. В целом, это такой мой взгляд на причины шовинизма, да? Откуда, на мой взгляд, растут ноги. Давайте, друзья, недолго думая, смотрим видео. Потому что писатель во многом определяется его биографией. И когда мы изучаем творчество того или иного писателя, мы должны понять его личность, как она формировалась, откуда она вышла, какой его образовательный бэкграунд. Потому что писатель, который просто пишет, это чукча, который не читатель, а писатель. Понимаешь? Потому что чукча-писатель – это герой анекдотов. В какой-то степени мне элемент такого чукчу-писателя и напоминает. Итак, друзья, Евгений Жаринов – человек очень образованный, интеллектуальный, преподаватель, ну и вообще, в целом, человек достаточно известный. Хорошо разбирается в искусстве. Я смотрел его ролики, потому что мне было интересно послушать его мнение о творчестве Тарковского. Ну и в целом интересно, так как он искусствовед, да? В принципе, это интересная передача. Но, друзья, смотрите, вот это его высказывание, я вот хотел посмотреть о Пелевине, его мысли. Когда он начал в начале ролика говорить о том, что чукча не писатель, чукча... Ну, вот этот вот какой-то шовинистический бред, я так думаю, стоп, это что вообще такое? Как человек, который сам себя считает таким образованным, интеллектуальным, но позволяет себе такие вещи. То есть он считает, что это ну, просто нормально вообще говорить о таком и говорить в таком контексте, как бы не следя вообще, да, за мировыми трендами, за вообще изменившейся ситуацией, да и вообще в принципе, да, для любого интеллектуального человека такого уровня, ну, я считаю, такие высказывания просто недопустимы в принципе, да. Так почему же человек позволяет себе такое? Для меня это вообще абсолютная загадка. Но смотрите, друзья, давайте взглянем на эту проблему с другой точки зрения. А почему такие высказывания, в принципе, позволяются? Почему для кого-то, например, для человека из Бурятии, говорить о независимости – это, там, не знаю, экстремизм, да? Попытка обрести независимость – это уже... ну, преступное деяние, а для кого-то вот оскорблять целую нацию, народ, это допустимо. Значит, это происходит с попустительства властей, да? То есть ему никто не дает статью за разжигание межнациональной розни. И вообще, в принципе, значит, это одобряемое действие государством. По идее, это же должен был подняться скандал. Должны были бы выступить какие-то люди, да, известные. Но ничего этого не происходит. То есть все считают, по большому счету, что это нормально. То есть это ничего такого в этом нет. Но почему так происходит в принципе, да? Смотрите, вот этот вот Евгений Жаринов, суперобразованный человек, когда-то сам был студентом, школьником. И этот человек... свои такие взгляды, да, он же не с воздуха взял, не откуда-то там, где-то там в какой-то книженке, да, книжонке какого-то низшего пошиба прочитал. Он это узнал, скорее всего, от своих преподавателей, может быть, от родителей, и никогда ему никто не говорил, что так высказываться, так даже думать, это плохо, это негативно, это в принципе расизм, шовинизм. То есть, видите, когда я говорил о государственной мысли, да, я именно про это и имел. То есть, вот это вот высший бомонд, элита, они в принципе
разделяет мнение вот этого вот высокообразованного человека Евгения Жаринова, который хорошо разбирается в искусстве, который о таких высоких материях говорит, разбирает Тарковского и так далее. То есть сам писатель еще является, сам писателем является, говорит о высоких материях, но при этом позволяет себе вот быть шовинистом, да, откровенным. И смотрите, друзья, давайте для примера приведем ту же Талызину, послушаем, что она говорит вновь. Поехали. Раба и не холопка. Угу. Русской захотела быть. И такая же история у Лили Меджидовны. Папка был Нахим. Она взяла отчество Меджун своего отчима, чтобы не говорили про нее ничего. И, друзья, знаете, ну, все-таки это все неспроста. Почему они себе позволяют такие высказывания? Почему вообще привилегия быть русским, да? Почему Лия Ахеджакова не хотела, чтобы ее с кем-то путали и так далее, ничего о ней плохого не думали? Почему вообще человек другой национальности обязательно должен быть каким-то там истинным арийцем, да, быть правильной, даже не ориентацией, а правильной национальности, должен как-то, не знаю, менять внешность, менять свое имя и так далее. Когда человек с совершенно другой идентичностью, другой национальностью, я вообще не понимаю вот этой вот советской идеологии. Это же полностью лживая идеология, когда мы все вроде бы братья, но один брат у нас старший, да, как-то на возвышении, и он почему-то имеет право давать там подзатыльники, хочет, чтобы на него все равнялись, были такими, как он. Но ведь идеология совершенно другая была, то есть мы все якобы равны, а получается кто-то равнее. И смотрите, друзья, самое это важное в этой теме то, что вот эти люди, они же не случайные, это получается бомонд, какой-то высший свет, да, который вращается среди разных политиков. Ну, в принципе, это богема, да, так называемая. То есть люди публичные. А публичный человек от простого человека отличается тем, что к его словам относится уже по-другому совершенно, да. То есть он, грубо говоря, высказывает мнение большинства. Конечно, может он что-то такое сказать, что будет социально неодобряемым, то есть могут люди писать какие-то комментарии, высказываться, чтобы осадить этого человека, но ничего подобного не произошло, значит, это действительно мнение большинства, что Жаринов говорит, что Талызина, что многие другие, да, шовинисты. Значит, это все на самом деле государственная мысль, потому что если бы было по-другому, то и при Советском Союзе, и при нынешнем режиме никто бы, конечно, себе такие высказывания не мог позволить. То есть это очень быстро бы пресекалось, наказывалось и как-то публично осуждалось, да, то есть говорили бы, вот это недопустимо такие выражения использовать. Про Чукчу там, да, и про неправильные имена и так далее. И что я хочу вообще всем этим роликам сказать, да, какой месседж? Друзья, смотрите, к сожалению, да, вот эта вот государственная мысль, да, государственно образующего народа, она идет из глубины веков, она никогда не менялась, и она, ну, получается, всегда поддерживается государством. Иначе это государство,
оно начало бы какую-то другую политику. Но оно ее никогда не начинало. Ни во времена Русской империи, ни во времена СССР, ни тем более сейчас. То есть это скрепа, да, духовная. И когда вот, знаете, вот эти вот защитники русского мира в Бурятии начинают почему-то мне такие вот комментарии писать, вот вы там хотите фашизм устроить и так далее. Друзья, вот почему вы, смотрите, те люди, которые такие комментарии пишут, почему вы пишете это мне в комментариях или еще кому-то, да, ну, бурятскому сегменту, да, так скажем, Ютуба. Почему вы не поедете, допустим, куда-нибудь в Сирию, в Грузию, защищать русский мир? Почему вот сейчас, может быть, поедете в Украину там и попытаетесь защищать там русский мир? Вот это вот империалистические мысли, мнения, вот эту вот идею шовинистическую. Почему вы пишете мне, если вы такие вот супер такие либеральные люди, супер... При этом странно, что уживаются и какие-то либеральные идеи, да, в одной голове, и в тот же момент какие-то, не знаю, остатки, отрыжки социалистического строя, когда на самом деле все это было ложь, то есть не было на самом деле дружбы народов. Почему-то мне все это пишут, но поехать поговорить с теми людьми, которые столкнулись с этим русским миром, ну как? Вообще-то мы тоже с ним столкнулись. Просто вот эти люди почему-то... Я не предлагаю, конечно, вот какую-то там месть устраивать и так далее, но просто хотя бы помнить, что было с вашими же предками, с нашими, да, как проходило крещение и так далее. Вот, видели же картину, как этот Пахабов, да, скоростной способ, когда он зимой в прорубь окунал бурят и таким образом их крестил. Это делалось для чего? Чтобы крепостные побыстрее записать. То есть буряты не были крепостными, не были рабами. Вот надо было их таким образом побыстрее сделать рабами. И почему-то вот такие вот либерально и советски настроенные женщины в основном пишут мне, пишут, в чем-то меня обвиняют, но при этом не хотят поехать разобраться. Допустим, может быть, в Чечню тоже съездите, да, и будете там защищать русский мир. Вот это вот для меня большая загадка, почему именно мне пишут. А с теми людьми, которые вот недавно совсем пострадали, и со своими же предками, да, просто не хотят помнить свою историю. Я, конечно, не предлагаю там устраивать какой-то срач, какую-то месть там устраивать. Нет, конечно, но просто надо понимать, что саму суть, да, вот этот вот шовинизм, он является скрепой. Он поддерживается государством, к сожалению. Конечно, люди бы простые, вот эти русские люди, они не были бы такими, если бы это не вот это вот из самого центра вот это зло не поднималось бы, да. Но мы же видим сейчас во всем мире, это было, да, всегда было, этот шовинизм и так далее, и в Америке, и в Англии и так далее. Но сейчас с этим пытаются бороться на уровне законодательства, да. То есть, если как-то к тебе будут так относиться, ты можешь просто в суд на человека подать. Но у нас такая тема не работает в России. И просто месседж-то какой? Вы с вот этим вот русским миром не сможете ничего сделать, потому что это одна из скреп. Поэтому-то и нужно, чтобы вот эта вот Россия перестала давлеть на национальные республики, на коренных людей. И видите, я считаю, что если мы, допустим, когда обретем независимость, вот это вот ни с того ни с сего всем дадим одинаковые права, то люди, которые выросли в этой системе ценностей, в системе, когда государством поддерживается шовинизм, они так просто и так легко от своих идей не откажутся. То есть для этого и нужен, чтобы в государстве
был народ, который, как сказать, своими ценностями считает совершенно другие идеи, да, то есть это, ну, это просто недопустимо, чтобы мы опять постоянно возвращались и наступали на те же грабли, возвращались к этой идее, там, не знаю, шовинизма, да, вот этих вот скреп, а раньше было лучше, а вот как все было прекрасно, этот проклятый Запад и так далее. Ну, то есть, видите, к сожалению, на данный момент сейчас вот государствообразующий наш народ, он настолько пропитан вот этими идеями, отравлен вот этим вот нарративом, да, что это очень сложно будет делать. Ну, если вот даже такие публичные люди, вроде бы очень образованные, интеллектуальные, как Евгений Жаринов, позволяют себе такие высказывания, то что уж говорить о простых людях. То есть, смотрите, это же все зло распространяется из Москвы. В Москве учатся преподаватели, да, учатся другие люди, которые слышат там весь этот шовинизм, распространяют уже по всей России, и ничего с этим поделать нельзя, пока это скрепа. В общем, друзья, надеюсь, вы поняли мою мысль, потому что я сильно как-то растянул этот ролик. Ладно, друзья, в общем, заканчиваю. Если вам интересен мой контент, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь. Все, до встречи.